это Кяризов. Теперь смотрите, Кяризов, когда узнал то, что я стал членом правозащитной организации. Какая нахрен конкуренция, блин? Мен инди geldim. Я, блядь, как этот волонтер действую. Нахуй, блядь, типа, сиктерясинler. Извиняюсь за выражение, да? Давайте я вам расскажу, почему я Гельди Кяризова подозреваю. Хотя у нас с ним никакого срача не было. Я в любой момент могу с ним зайти в контакт, пообщаться. Пообщаться это в плане какой-то работы. После того, как я наладил контакты с Польским Хельсинским фондом, чтобы как-то там помогать по релокации наших активистов, у которых есть паспорта рабочие, да, для этого, полно продленно болсын, не продленно болсын, или действующий паспорт бар болса, шолара көмөйөтмөчү. Ко мне вышел Бахтияр Бердинов. У него паспорт до 25-го года рабочий. Он бедный, боится, скрывается, не может выйти на этот. Где-то 3 месяца мы искали ходы-выходы. Говорит, может, я в Грузию поеду. Грузия гитсен öğren, şençen kıyın болат, пулун yok, зад, пад. Потом я поговорил с Польским Хельсинским фондом, сказал, есть такой-то парень, он, я его знаю, он выходил вот этим вот экстрадированным Фархадом Мейманкулыем, а Польский Хельсинский фонд про него знает. Я говорю, он боится, Фархад, говорю, в Туркменистане, и ходят слухи, то, что его убили. Это, конечно, неверифицированная информация, но в условиях Туркменистана, говорю, получить достоверную информацию невозможно, вы сами понимаете. И вы понимаете, Туркменистан это какая страна. Есть большая вероятность, то, что его могут тоже просто там насильственно депортировать. Он скрывается. Говорит, пусть, говорит, заполняет анкету, мы рассмотрим его дело, и потом, если, говорит, получится, если нет никаких бюрократических проблем, мы ему поможем получить гуманитарную визу, пробьем визу через МИД Польши и приведем его сюда. Я позвонил ему, обрадовался, окей. При заполнении анкеты в конце этой анкеты есть 2 пункта, то есть рекомендатель нужен, понимаете? Первый рекомендатель – это я. Второй рекомендатель – Бердинов не доверяет Туркменскому Хельсинскому фонду. Я говорю, окей, хорошо, если ты не доверяешь Туркменскому Хельсинскому фонду, кто может быть для тебя рекомендателем? Тебя кто еще знает? Он говорит, Гельди Кяризову позвоню. Окей, хорошо, Гельди Кяризову позвонил. Гельди Кяризов говорит, пусть он мне сам позвонит, Рома. Катталик сатыпта. Окей, хорошо. Я позвонил Гельди Кяризову, говорю, Гельдага, пожалуйста, вы знаете этого парня? Да, знаю. Рекомендатель был, блядь, Мэшбячан Чикарджак Болотукма. Окей, дядя. Он дал свои контакты, мы вписали в эту анкету и дали Польскому Хельсинскому фонду. Польский Хельсинский фонд сказал, мы его поможем. Под конец выяснилось то, что этот дурак до этого подавался на рабочую визу в Польшу. А так нельзя. Потом МИД что скажет? Так он беженец или же, блядь, на работу хочет поехать? Да, Польский Хельсинский фонд сказал, в таком случае я не буду этим делом заниматься. Он тем самым тоже шнакан подвать это. Благо его дело, блядь, в МИД не отправили. Окей, Гельди Кяризов в тот момент узнал то, что я являюсь членом организации. Я ему отправил свою визитку. Я говорю, Гельди, я стал членом Ассоциации прав человека в Центральной Азии. Исследователь по Туркменистану. Я говорю, вот так-то, вот так-то. А он же, когда мы в Варшаве в ОБСЕ сидели, он там чищип отурда гятлеп. Окей, пусть помогает. Какая бы срачка между нами не было бы. Он тогда узнал, и после этого козни начались. Окей, ты хочешь с Кяризовым, но не вмешивайся. Если он начинает тебя против кого-то травить, это значит нехорошо. Быстро отходи от него. Какой нахер тогда кейс, блядь? Когда тот же его любимчик Гельди Кяризов, начиная с 2020 года, блядь, в Европарламенте своим знакомым говорит то, что, блядь, эти активисты вышли просто чтобы получить политическое убежище. Вот почему, блядь, туркменам, блядь, кейс нормально не рассматривают. Ну, я же могу сейчас, блядь, выйти и сказать Гельди Кяризов, ты вот так-то вот делать... Yüzüne блядь, Европа, Ютуб yüzüne это доказательства, деп молча деп койсам. А я когда выступаю, без доказательств не говорю, потому что я этого придурка хочу, блядь, использовать, потому что у него есть контакты, блядь. Если он сам, блядь, не хочет работать, сука, я его заставлю. Götün yalamal bolsam aydaman barama gel de ke шунде у вас сензор, давай помоги. Окей, хорошо, пусть поможет нашим ребятам, нам всем. Пусть строит из себя, блядь, короля пуба земли, не знаю, президента. Чтобы какого-то из, блядь, Мухасранска, который вышел, блядь, из пустыни, блядь, Ахарпана Шарменда. Тогда я его пошлю нахуй, и все. Он попробовал душить.
Когда я насчет этого Бахтияра Бердинова у него попросил, он говорит, берекелла, шунки алайра, тинхерекеде двермели, голда, yani yöne ine şehire nemeler var, hacifler var. Я ему сразу ответил, gel daha dedim, ben primo'yu ayttım. Benim maksadım dedim, hem диаспора bilen нормальные отношения saklamak dedim. Хочу со всеми это нормальные отношения saklap, альтернативный bir iş yapacak было tutmam. Да, я новичок, да, я много еще не понимаю, учусь, могу ошибки. Но факт, блядь, нас же мало. Айволоду, райтян, и назад, и опять начал гнать, блядь. Он мне пишет про этого Хаджиева, этого. О, когда мне ответ бәрмен битtim. Потом смотрю, он полностью наш чат удалил в Телеграме. Я говорю, ну окей, молодец. Прямое общение да адам өзінің личностью скрывать это, блядь. Вот, например, в Варшавада мен Гельдик Аризов, блядь, где-то 1,5 часа общался. На первый взгляд он мне показался отличным мужиком. Да и во-вторых, он же чиновник бывший. Вот эти вот правозащитники в Чехии, они в ОБСЕ и Европарламенте распространяют такие слухи, не просто слухи, клевету, говорят то, что эти активисты просто вышли, чтобы получить политическое убежище. Они говорили еще в 2020 году, когда, блядь, я в подвале лежал, блядь, когда меня избивали нахер. Они тогда уже это сделали. Вот почему международное сообщество не хочет реагировать и очень, блядь, стрёмно относится к туркменским активистам. Исмаилов что делает? По заказу Кяризова делает это. Вы думаете, я не знаю? За кадром я же все слышу, как менің организацияма, менің адыма қанша хатлар келіп отыр, яманлап. Сторону из ДВТ мен яманлап жатам, Кяризовлар яманлап жатам. Мен мазада айтып көрем, я. Гелди Кяризов. У него есть прямые связи с депутатами Европарламента. Это он нагадил нам, активистам, говоря то, что мы все вышли ради получения политического убежища вначале. Насчет того, что Гелдик Кяризов говорит то, что якобы вы все вышли ради политического убежища, правильно? Окей, вы можете это сказать. Но нельзя вам говорить то, что Кяризов доложил об этом депутатам Европарламента. Якобы вы пытаетесь получить международную защиту ради этого. Если вы можете это сказать, ориентируйтесь на открытые источники, на видеоролики, где он якобы говорил. Вот, можете найти это видеоролик и под это, потому что они очень коварные люди. И если вы приедете во Францию, и они увидят то, что вы не такие люди, а реальные идейные люди, которые отстаивают права наших граждан, нам откроется дорога, чтобы вытаскивать других людей. Тухматуллин просто псы Кяризова на него нападают. Гелдик Аризов что может сделать? Он может там пойти на меня в Европарламент, сказать то, что какой-то МНБшник, он вытаскивает каких-то людей. Если он такой скажет, я его пиздец засужу нахрен, блядь. И его туда никто не позовет. Он, блядь, и у меня в этом году ассоциация получает международный статус. Если он попрет против меня, он, блядь, хуй будет сосать. Понимаете? Меня просто кетталик не медамет и ни с кем ушедесов не. Он побоится этого сделать, не волнуйтесь. Он ничего против нас не может предъявить это бельмиды. Если они будут строить какую-то конспирологию, не знаю, там, выборочно дома дать за это, потому что у меня факты вот. Я действую чисто законными методами. Политика моей организации дает помочь человеку, который зарегистрирован в оппозиционном движении. Тому тот же пример Кяризов. Что делает сейчас Керима? Травит. Он недавно Мурада Курбанова косвенно обхаял. Рядом с этим Акмурадом Сапаровым, Акмухаммедом Вельсапаровым. Гелдик Аризов, окей, Гелдик Аризов ходит куда-то, ну и что? Фоткается, там видеоролик снимает. В ОБСЕ могут все пройти там высказаться. Любой человек может. Какую-то большую шишку. Керим Исмаилов ведут себя так, будто ничего не происходит, и у них жопа горит, понимаете? А потом, когда я помог заполнить анкету Бахтияру Бердинову, там в конце этой анкеты есть 2 пункта рекомендации, то есть контакты каких-то, не знаю, движений общественных или организаций, или политических движений, да? Первое, я дал ему свои контакты, а второе, этот Бахтияр Бердинов хорошо держал связь, оказывается, с Гелди Кяризовым. И я позвонил Гелди Кяризову, сказал, Гелди Кяризов, шунки тек ялдай, Бахтияр Бердинов танысыз,
Нам он чикарджак болот. А я хочу ему помочь. Вы можете, порекомендовать его, если вам позвонит, там напишет, вам сказать то, что да, я этого человека знаю, то, что он реально находится в опасности. Он был связан с таким-то активистом, который был насильственно экстрадирован и потерян, затерялся в туркменских тюрьмах. Кяризов согласился. В этом проблем нет. Но в этот момент Кяризов узнал то, что я стал членом организации. И он через своего этого говнюка Керима Исмаилова начал меня отравить. Вы понимаете, почему он мои фотки начал ставить? Он сейчас добивается, что он знаете, почему так делает? Он надеется на то, что я выскочу в интернете, буду давать ему ответ, и он тем самым будет утверждать то, что кроме себя нету адекватных людей в правозащите или же в каких-то вот этих организациях, с которыми могут работать международные сообщества. Он надеется то, что я, ответив ему, могу дискредитировать самого себя. А я на эти уловки не поддаюсь. Тот же самый Гельди Кяризов, вот эти вот серебряники, в ОБСЕ, в ООНе, в первый же день возникновения нового протестного движения, они в ОБСЕ этим чиновникам говорят то, что они вышли просто, чтобы получить политическое убежище, понимаете? И вот это вот говно сейчас, вот это вот говно, которое они заварили, мы пожинаем плоды. На нас никто не хочет обращать внимание. Понимаете? Нас воспринимают просто то, что мы вышли ради политического убежища. Я хотел Кяризовларын, вот Кяризовларын еган бокуны айыржак болотма. Они думают то, что мы, блядь, какие-то мошенники. Кяризов это жадные люди. Вот и все. Это не Кяризов, это не сам Гельды. Это жена. Это его жена. Кяризов, он уже старый. Он реально старый человек. Это просто кукла экраном. Он датчиком гепля от рады и все. На меня тоже сильные давки идут. Я просто нигде ничего не говорю. И плюс Гельди Кяризов капает. Он в ОБСЕ капает. Он про меня жалобу написал в польский Хельсинский фонд. Представляете? Я прихожу в польский Хельсинский фонд, Иван Соловьев выходит, говорит: Ром, привет. А ты знаешь, что против тебя кто-то вот так-то вот написал? Я говорю, я говорю, я посмотрел и говорю, я даже эту организацию не знаю, почему он мне про меня так пишет. Ну, это, говорит, понятно, Бузатлар, Мунаканзатлар Болад, они не обратили на это внимание. Главный враг это Кяризов. Мурат, он тупой, он не враг, он тупой. Главный враг это Кяризов. Он только тихушник, понимаете, втихаря.